Доброе утро, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Это «Утро Якутии». И, конечно, сегодня это бодрое утро. Вместе с вами начинаем мы, Вероника Тантосова и Руслан Ачиров. Как всегда, у нас все самое светлое, радостное, счастливое. И, конечно, радость приносит только то, что завтра у нас первый день весны. Поэтому мы сегодня на позитиве рассказываем о животных, делимся, куда можно сходить в кинотеатры, что посмотреть, самое интересное, самое новое, самое свежее. Обязательно поговорим с нашими гостями, поделимся полезными советами, расскажем, как всегда, как и каждый день, какие сегодня значимые даты и события. В общем, оставайтесь с нами. Ну а также напоминаем про наш телеграм-канал «Утро Якутии», где мы выкладываем самые интересные новости, ну и, конечно, иногда проводим даже конкурсы. Но вообще надо отметить, что сегодня один из самых опасных, который, считается один из самых опасных дней в году. 29 февраля. Точно. Да. Оно бывает раз в 4 года, и это правда страшно. Действительно, вообще были поверья такие, что люди даже боялись выходить из дома в этот день, поскольку это могло навлечь беду, а также считалось, что если вы заключили сделку в этот день, то она может не состояться, а брак, который заключен 29 февраля, будет несчастным. Вот такие вот приметы были. Но он точно будет несчастным, подарки получаешь раз в 4 года. И муж честно тебе говорит, годовщины-то в этом году нет. Да. Так что в 4 раза меньше годовщин. Да, в 4 раза меньше годовщин, в 4 раза меньше подарков и цветов. Нечестно. Но я знаю другую примету про 29 февраля. Я знаю, что сны, которые снятся накануне 29 февраля, обязательно сбываются. Так что тебе снилось? Ой, я не помню. Тогда будем считать, что нам приснилась зарядка, и она сейчас сбудется. Начинаем разминаться и просыпаться. Доброе утро. Начнем мы с разминки. С разминки начнем рук. Кисти разомнем, хорошенько разогреем суставы. Также разогреем локтевые суставы. Тем самым разогреваем плечевые суставы. Хорошенько разогреем их. Разомнем хорошенько. Затем мы делаем развороты в сторону. Очередную сторону. Затем мы делаем мельницу. Следующее мы сделаем разминку. Ставим ноги на ширине плеч и делаем приседания. Дальше приступаем к упражнениям. Первым делом мы поделаем упражнение на среднюю часть дельты. Возьмем гантельки. У нас руки, получается, находятся в районе кармана. Не уходит ни назад, ни вперед. Идем именно в районе карманов. И делаем отведение, тем самым стараемся локоть вести вверх. Опускаем вниз, внизу не расслабляем. Подъем, плавно опускаем вниз. Подъем, плавно опускаем вниз. Таким образом делаем 3-4 подхода по 10-12 повторений. Следующее упражнение. Возьмем мячик. Можно волейбольный, можно баскетбольный. Ставим его перед собой. Это работа над передней частью дельты. И поднимаем перед собой. Раз. Два. Таким образом также делаем 3-4 подхода по 10-12 повторений. Следующее упражнение сделаем на грудную часть. Это отжимание. Становимся в планку и делаем отжимание. Спина у нас ровная, таз не проваливаем вниз. Плавно опускаясь, плавно поднимаясь. Следующее упражнение сделаем на пресс. Скручивание, соединяя верхнюю точку с нижней точкой. Ложимся на коврик. Не поднимая корпус, делаем скручивание. Верхнюю точку с нижней точкой. Таким образом мы делаем 3 по 20 повторений. Следующее упражнение мы сделаем с бодибаром. Ставим ноги на ширине плеч и делаем приседания. На этом мы закончили. Хорошего дня!
Ну, слушай, с каждым разом, мне кажется, все лучше и лучше у наших телезрителей должно получаться. Я все думаю, вот диваны мешают, надо как-нибудь отодвинуть, и нам тоже в спортивных костюмах прийти и попробовать. Да, абсолютно с тобой согласен. Но в целом, я думаю, что всегда в зарядке нет ничего плохого. Она несет только хорошее и позитивное. Ура, дорогие телезрители, мы его переубедили. Теперь он точно займется спортом. Ну, на самом деле, сегодня уникальный день. Он бывает раз в 4 года. Это само по себе удивительно. И есть люди, которые родились, то есть празднуют день рождения раз в 4 года. Ну, я, по крайней мере, так думала. Но, оказывается, это не совсем правда, да? Да. Вообще, оказывается, существует такая схема, по которой люди, если ты родился 29 февраля, например, с 6 утра до 12 дня, то ты можешь праздновать первые 2 года 28 февраля, а третий год 1 марта. Ну, а потом уже, соответственно, 29 февраля выпадает. Но если ты, например, родился с 29 февраля с 12 до 18:00, то схема другая. Ты празднуешь 2 года 1 марта, а 1 год 28 февраля. Слушай, это интересно, да? 1 год ты в одну дату приглашаешь друзей, а потом последующие 2 года в другую, да? И это еще не все. Если вы родились 29 февраля, например, да, но до 6 утра, то празднуйте свой день рождения уже постоянно 28 февраля. А если, например, 29 февраля вы родились после 18:00, то есть 6 часов остается, да, то всегда празднуйте 1 марта. В общем, в любом случае, мы поздравляем всех, кто родился 29 февраля, потому что у вас уникальный день рождения, вы попали, ведь вероятность родиться 29 февраля составляет всего 1461. Представляете, какая редкость? То есть вы сами по себе, своей датой рождения уже уникальный человек. Ну а прямо сейчас расскажем, какие сегодня еще значимые даты и события. На календаре 29 февраля. Сегодня отмечается Международный день редких заболеваний. День в истории. В 1880 году в Альпах закончено строительство железнодорожного тоннеля Готхард, соединяющего Италию со Швейцарией. В 1888 году Германом Холлеритом изобретена первая электрическая вычислительная машина. В 1908 году в Москве открылся клуб кабаре «Летучая мышь». В этот день родились Джоаккино Россини, итальянский композитор; Федор Абрамов, советский писатель, литературовед, публицист; Раиса Сметанина, советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка; Евгения Смольянинова, российская певица, исполнитель русских народных песен, романсов и авторской песни. Ну, столько интересных людей родились. То есть, в общем-то, это талантливые люди. Несмотря на небольшой шанс. Да, небольшой шанс, а столько талантов. Нет, уникальная дата. Я бы хотела родиться 29 февраля. Да, это уже добавляет определенную уникальность. Ну, а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Коллеги, доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Газопровод «Силы Сибири» расширят для снабжения Нерюнгринской ГРЭС и Благовещенской ТЭЦ в целях развития регионов по поручению президента Владимира Путина. Отмечается, что вопросы снабжения газом упомянутых энергетических объектов проблемные и должны быть решены по поручению президента. Для реализации как минимум 2 объектов газификации Нерюнгри и Благовещенска порядка 400 миллиардов рублей потребуется для расширения «Силы Сибири-1». Отметим, потребление газа Нерюнгринская ГРЭС составит около 2 миллиардов кубометров. Повысить уровень биометрических данных станет проще. Новые нормы обозначены в проекте правительственного постановления, которое может вступить в силу с сентября. Добиться этого планируют благодаря внедрению механизма очного подтверждения в банке биометрических персональных данных, размещенных в единой системе самостоятельно через мобильное приложение. То есть сотрудник банка сможет подтвердить личность человека, уже имеющего биометрические слепки, фото и голос, выведя его данные таким образом на высший уровень.
Проведение плановой диагностики и оперативное реагирование на проблемы со здоровьем являются главной целью работы кардиососудистого центра Национального центра медицины. Недавно введенное здание с помощью сверхточного оборудования позволяет проводить сложные и порой уникальные операции. Так, за прошедший год по экстренным обращениям было обслужено порядка 800 пациентов. По плановому приему принято свыше 3000 человек. В планах у центра сотрудничество с другими регионами, в том числе и по системе обязательного медстрахования. В целом, конечно, с открытия кардиососудистого центра у нас увеличился поток пациентов. Мы работаем теперь не только, как раньше, для плановых пациентов, но и мы принимаем в настоящее время пациентов экстренной службы, это с острым коронарным синдромом, и пациентов с ишемическим инсультом. Оборудование новейшее, отличается тем, что в ней интегрирован внутрисосудистый ультразвук. Это выполняется прямо при проведении диагностического исследования. Здоровью зеленый свет. В смарт-библиотеке Якутска провели акцию с таким названием. Посетивших мероприятие школьников ждала познавательная квест-игра «Марафон здоровья». Ученики прошли несколько станций, где они в игровой форме ознакомились с вредными привычками, правильным питанием и оказанием первой медицинской помощи. Также для детей проведена интеллектуальная викторина о профилактике трезвого и здорового образа жизни. Данная акция проходит в рамках декады Министерства здравоохранения, посвященная Национальному дню здоровья республики. Она продлится до 6 марта. В игровой форме они должны понять, осознать, что здоровый образ жизни – это, значит, модно, это очень стильно, это очень выгодно для любого человека. То есть здоровье – это самое важное, что есть у человека. Его не купишь ни за какие деньги, его надо сохранить, беречь с молодости. Поэтому, значит, дети будут проходить все эти этапы. Будут, значит, у нас специально оценочные листы. На каждом у нас этапе будет, значит, стоять свой волонтер, который, значит, на маршрутных листах будет ставить оценочку, проверять знания у детей. Федерация профсоюзов Якутии объявляет республиканский конкурс среди журналистов на лучшее освещение темы «Человек труда» в средствах массовой информации. Цель конкурса – создание в средствах массовой информации образа человека труда, поощрение журналистских материалов о жизни, достижениях, трудовых коллективов, истории трудовых династий. Победители определят по 5 номинациям, а специальный приз будет присужден за лучшее освещение темы «Человека труда» в соцсетях. Конкурсные материалы должны быть фактически вошедшими или опубликованными в период с 1 января по 1 декабря этого года. Друзья, завтра уже наступит весна. И, конечно, хотелось бы, чтобы она была теплой и солнечной. Но действительно, мы, например, якутяне, с нетерпением ждем самых теплых деньков после долгой и суровой зимы. И чтобы не гадать, какой будет март, мы сегодня пригласили к нам в гости начальника Якутского гидромедцентра Татьяну Маршалик. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Скажите, ну каким будет март? Это так ожидаемо для всех, тем более для женской половины, которая к 8 марта готовится. Ну, так громко сказано, что завтра наступит весна. Вы знаете, вообще, как бы март – это, конечно, календарный весенний месяц, но для Якутии это все-таки еще, можем сказать, что почти зимний переход от зимы к весне. Вот он переходный, потому что март, вот чем он характерен? Если, например, сегодня у нас еще в Аймяконском районе температура минус 50, вот, то уже на юго-западе республики температура минус 6, минус 8 дневная. То есть большой-большой контраст, поэтому там весна наступает раньше. Вот. Ну, а для северо-востока республики, конечно, наступает гораздо медленнее. А когда вот нужно понять, что вот наступила весна по температуре определенной какой-то? Да, это переход температуры через 0 градусов. Он бывает, знаете, кратковременный, бывает, ну, постоянный, как бы уже когда так прямо устойчиво переходит температура через 0, тогда мы уже говорим, что да, наступает весна. Ну, получается, для города уж точно март не весна. Да, первая половина марта точно не весна. Вот, потому что март, он чем характерен? Сам по себе месяц такой, знаете, вообще по многолетним данным, это месяц с минимальным количеством осадков. Вот, то есть осадков выпадает немного, солнечных дней обычно 25 примерно из 31, то есть 6-7 дней всего бывает с осадками. Но после туманной зимы это самое то. Да, то, что нужно. Значит, антициклональная погода, ночное выхолаживание, то есть температура по центральным районам, как мы сейчас видим, она в пределах нормы.
это 33-38 градусов. Утром мы видим, такая дымочка бывает. То есть тумана как такового уже нет, но тем не менее морозная дымка бывает. А днем уже воздух прогревается. Амплитуда от ночи ко дню где-то примерно до 15 градусов. Это уже много. И мы ощущаем, что уже 20-25 градусов днем, солнышко. Поэтому как бы вот, да, предвестники есть. Ну а что нам остерегаться, чего? Вот март вроде бы наступил, да, стало солнечно, ну, наверное, гололед, может быть, ветер. Вы знаете, до прошлого года как бы никогда никто не задавал такие вопросы, надо чего-то в марте остерегаться или нет. Все как бы ждали вот именно вот такой погоды, которую любят. Белый снег, солнце, морозец, днем прогрев. Но так как в прошлом году март был необычный, конец февраля и март сам по себе был необычный, ну, таких даже вообще, наверное, за всю историю наблюдений не было. Вы же, наверное, помните, что у нас в марте выпало 5 месячных норм осадков. Да, помню. И всего наоборот было, вот прямо с точностью да наоборот, было 8 дней было ясных, а все остальное было пасмурно. То есть март был необычный, и поэтому вот почему все в этом году прямо боятся так марта, ждут, что что-то будет необычное. Так по несколько машин люди вывозили снега со своих участков. Да, ну и вот поэтому в этом году, в общем-то, и конца февраля такого нет, как в прошлом году. В феврале выпало осадков вот в городе Якутске всего 3 миллиметра. В прошлом году было 16. Вот, значит, считаем насколько, да, в 5 с лишним раз. Вот. И начало марта в прошлом году началось с выхода активного циклона, поэтому насыпало снега много. И еще в течение марта был снег. В этом году пока активных циклонов мы не наблюдаем, только на арктическом побережье. Вот буквально не далее, чем вчера, в Тиксе отмечен ветер 39 метров в секунду. Себе. Это, конечно, не рекорд было, и больше ветер бывал, до 47 метров, но это было еще в прошлом столетии. А так, в общем-то, довольно сильный ветер, поэтому активная циклоническая деятельность по арктической зоне у нас, вот этот циклон проходит. Это какие районы у нас будут? А это вся Арктика, наши Булунские, Анабарские, вот эти вот районы, да, Нижняя Лена, но там, конечно, не такой ветер сильный, там до 20-25, а вот в самом Тиксе, Быков мыс, наша станция, вот там ветер 33-39 метров в секунду. Но это вот и по телевизору показывали, я не знаю, конечно, я такой ветер на себе не ощущала, но я думаю, что даже невозможно стоять. Ну, скорее всего, нет. А вот, ну, в общем-то, и март отличается тем, что на арктическом побережье циклоническая деятельность, там бывают метели, ветер вот такой вот сильный, ну, это самое. А так, по большей части территории мы будем иметь антициклональную погоду. По месячному прогнозу март у нас на 2-3 градуса выше нормы почти везде, по всей территории. Температура, средняя температура 2-3 градуса, это много. А вот, недавно я слышала, что Роман Менделевич Вильфанд сказал, значит, что у нас будет на западе Якутии большое отклонение температуры от нормы, но он имел в виду не среднюю температуру, а температуру вообще как бы максимальную от 8 до 16 градусов. Ну да, естественно, что если норма минус 20, а там температура, например, минус 6, вот вам и отклонение. Вот. Какие-то еще особенности в других районах будут? Может, где-то будет теплее, холоднее, где-то вдруг осадки предвидятся все равно? Нет, они осадки, конечно, будут. Я так думаю, что обычно, когда по всей территории стоит антициклон, но он разрушающийся, постепенно разрушается, то на юго-западе у нас обычно всегда проходят с Красноярского края циклоны. Они оказывают влияние на Мирнинский, Ленский район, Алекма, на юг вот соскальзывают. Колыма, обычно там циклоны заглядывают, которые с Камчатки, через Чукотку на них оказывают влияние, какие-то будут там все равно осадки. Ну и в ближайшие выходные, 1 числа марта, у нас будет вынос облачности с юго-востока на центральные районы, поэтому потеплеет, будет температура дневная где-то в пределах 13-18 градусов, будет идти небольшой снежок, то есть хорошая погода будет. Вот. Ну а март в целом, я уже сказала, что мы ожидаем по большей части территории выше нормы температуры. Ну, прогноз очень хороший. Да. Но вообще март месяц, я думаю, многими любим, да, в том числе и метеорологами. Ведь День метеоролога отмечается в марте. Конечно. Вот вы и говорите, что мы ждем. Да, 23 марта, наш праздник, день весеннего равноденствия, когда все-таки наконец-то, значит, поравняется день с ночью. Вот это как раз будет в 20-х числах, когда мы отмечаем свой профессиональный праздник. Потому что, ну, значит, весна будет, конечно. Вступаем в март. А от сезонности объем работы метеоролога, он меняется? Конечно. Объем, в принципе, большой, но просто когда много объектов,
выходит циклонических, которые меняют резко погоду, естественно, что у синоптика и работы больше. Она напряженная, приходится больше думать, она меняется быстрее. Когда стоит антициклон, ну, оценить, насколько выхолодится ночью и насколько прогреется днем, это немножко проще, чем оценить, какой будет ветер в передней, в тыловой части, насколько нагреется, насколько в тылу похолодает. То есть, как бы, вот такая интенсивность работы. Буквально недавно, я помню, только очень, ну, если говорить об экстремальных изменениях погоды, то ли в Китае, то ли в Амурской области было от -5 до -50 резко, Ну да, что по-моему, такое погода было, упала. Да, но, знаете, Даже- чтобы интересно, да, вот сказать, вот март месяц, да, что про него можно сказать? В 1981 году станция такая у нас есть, Джикимда, Алекминский район. Там абсолютный максимум плюс 14,5 градусов. Ничего себе. В марте месяце. Это был. в марте. В марте. И, Март может быть. Да, а абсолютный минимум, это такая станция у нас есть, Миконский район, труднодоступная Делинкир, 61,6. Ну, то есть, получается, разброс по республике у нас Да, такой то есть огромный. видите, какие вот эти вот экстремальные эти значения, поэтому март еще такой, как сказать, весна. Где-то очень весна, а где-то еще почти глубокая зима. Но, тем не менее, мы вам желаем весеннего настроения, несмотря ни на что, чтобы у нас был стабильный, какой-то хороший в плане погоды март и меньше у вас работы. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо вам. Ну что, друзья, мы в ожидании весны. Я надеюсь, что действительно, ну, март нас порадует, впрочем, как и вся весна, хорошей, теплой, солнечной погодой. Ну, а часто ли вы откладываете дела на потом? Вероника? Ну, у меня, к сожалению, такой возможности нет. Мне кажется, все очень имеет свои сроки, а в праве так тем более, поэтому откладывать просто не получается. Отложишь и можешь опоздать. Ну, вообще, вот откладывание называется по-научному прокрастинация. А о том, как с этим бороться, мы сейчас вам расскажем. Как победить прокрастинацию? Записывай все, что приходит в голову, в бумажный блокнот. Потом эти записи можно будет превратить в задачи, а пока просто разгрузи мозг. Развивай концентрацию. Убери с рабочего стола все лишнее, потому что даже простой листик с каракулями или карандаш могут приковать к себе внимание сильнее гипножабы. Ничего не должно отвлекать. Работай короткими отрезками. Нужно стараться чаще делать перерывы и работать минут по 30-40. Награждай себя за любые успехи. Придумай какие-нибудь маленькие, но приятные призы, которыми будешь себя радовать по достижении промежуточных целей. Создавай ограничения. В современном мире вся жизнь человека в телефоне. Чтобы не тратить время в соцсетях и играх, поставь ограничения на использование. Все приложения работают примерно по одному и тому же принципу. Указываешь время, в которое нужно заблокировать все лишнее, и работаешь. Составляй списки дел и правильно формулируй задачи. И, наконец, делай ежедневный отчет. Если будешь каждый день подводить итог, что сделано, а что нет, сможешь строить надежные планы. Путь к победе над прокрастинацией долг и тернист. Главное – взять себя в руки и начать делать. Хорошие советы на самом деле. Планирование, мне кажется, это вообще основа всего. То есть можно добиться всего, если все запланировать, рассчитать, ну или, по крайней мере, вероятность отклонений будет небольшой. Поэтому, пожалуйста, все планируйте, и успех вас ждет непременно. А с другой стороны, вот если ты, ну, времени больше уделяешь планированию, чем, допустим, польза будет от этого планирования, то можно и не планировать. Правильно? Ну, это так, спорный момент. Есть вещи, которые просто не отложишь, Да. например. Например, воспитание детей. Я с тобой абсолютно согласна. Да. И сейчас у нас, дорогие друзья, традиционная рубрика «Пусть мама придет». У каждого человека действительно должна быть семья, особенно у детей. И мы, взрослые, не должны лишать их семейного счастья, заботы и любви самого близкого человека. Мы надеемся, что героиня нашей рубрики обязательно обретет семью. Знакомьтесь, Даша. Ей 15 лет. Я люблю петь. Мне почему-то не нравится, как я пою, но, тем не менее, мне говорят окружающие то, что у меня очень хорошо получается. Даша открытая и доброжелательная девочка. И мечтает она об одном. Дарья, вы бы хотели жить в семье? Да, А в какой семье? в любящей и понимающей. И все. И больше мне ничего не надо. Дарья, вот у вас будет семья, когда вы вырастете, да? Какая у вас будет семья, расскажите. Я мать 4 детей. Я хочу себе много детей. Я очень люблю детей. Я буду давать детям своим то, что мне не дали в детстве. Что вам не дали в детстве? Мне не дали любви, ласки и заботы.
И поэтому я это прошу у людей, которые меня окружают. Очень хочется, чтобы Даша обрела семью, и все ее мечты исполнились. Доброе утро, друзья! Мы рады всех приветствовать, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии». Сегодня у нас четверг. А в четверг что нужно делать? А в четверг нужно планировать выходные. Абсолютно Вот что я верно. скажу. Да, мы уж раз заговорили о планировании, то сейчас вам на помощь пришит наша рубрика. Она постоянно называется «Киноафиша». И вы можете определиться с планами на ближайшие выходные. Ну или, как, например, я, узнать вообще, что идет в кинотеатрах. Давно не заглядывала, вот самой интересно посмотреть. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Ваша бабушка заболела странной болезнью. Одни считали, что это лихорадка, другие, что это проклятие первой ведьмы. Хоррор «Первая ведьма. Реинкарнация». Когда сестра Ии начинает вести себя странно, их мать рассказывает девочке семейное предание. По нему их бабушка болела странной болезнью. Одни считали, что это лихорадка, другие, что проклятие первой ведьмы, появившейся в их краях и вселившейся в новое тело. Теперь ведьма вернулась вновь, и чтобы отвести ее проклятие, семье нужно разгадать тайну прошлого ведьмы. Наш род особенный. Первая ведьма. Реинкарнация. Мы с папой сюда ездили в детстве. А также продолжается показ российской музыкальной спортивной мелодрамы «Лед-3». Невероятное катание Надежды Гориной делает ее основной претенденткой в борьбе за предстоящий Кубок. Российский фэнтезийный драматический фильм режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». История первого из якутских борцов, победителя первенства СССР Вячеслава Карпова. Фильм «Схватка». Привет, пернатые. А также семейный анимационный фильм «Сезон охоты. Суперкоманда». Сезон охоты. Суперкоманда. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну, прям завораживает подборка, знаешь, от ужастиков до исторических фильмов. Можно увидеть все, что хочешь. Да, то есть я думаю, что мы помогли вам определиться с выходными, с планами. Ну и, соответственно, вы выберете себе кинофильм по душе. Ну, а если вы приверженец активного отдыха, то берите пример с наших следующих героев. Не года, не беда. Пенсионеры Томмота нашли себе увлечение по душе, занимаются спортом и танцами. При этом некоторые из них вышли на сцену впервые. Как удается преодолеть волнение перед выступлением и кто их мотивирует на активную жизненную позицию, узнаем в следующем сюжете. Обхватили левую, обхватили и разминаем. Раз, два, так, чтобы было тепло. Мария Черватюк 48 лет преподавала физкультуру детям в школе. Сегодня ее подопечные – пенсионеры. Каждому, как и детям, нужен индивидуальный подход. Без движений я никак не могу, без физкультуры я никак не могу. И поэтому я вот и танцами занялась, а потом думаю, да, я и займусь лечебной физкультурой для женщин. Людмила Ёлгина, несмотря на возраст, очень подвижна и пластична. Считает, что именно в движении заключается секрет активного долголетия. И это дает здоровье, бодрость, уверенность в себе, позитив.
Подобные занятия здесь начали проводить совсем недавно, но желающих заниматься уже много. С наступлением теплых дней спортивные дамы намерены к занятиям в зале добавить катание на коньках, лыжах и скандинавскую ходьбу. Здесь скоро у нас весна, у нас посадка, у нас огороды, а мы уже будем физически готовы к этому. ЛФК, йога – не единственное занятие для желающих заниматься активным досугом. Недавно в городе начал работать танцевальный клуб. Хореограф Наталья Катаева набрала уже 3 состава ансамбля – женщин разных возрастов и занятий. Всю жизнь проработала с детьми, и взрослая группа мне более интересна, и отдача больше, мотивации больше, чем дети, поэтому они вдохновленные, они приходят с радостью, от души танцуют. Сперва побоялась, что там группы не наберут, там сколько там, 5-4 придут, ну мало ли что придут, пусть посмотрим. А за один час, вот, я как только объявление рассылала по всем группам, за 1 час почти полная группа 50 человек. С этим индийским танцем женщины уже выступали не только на родной сцене, но и участвовали в республиканском конкурсе возрастной категории 50+ в Якутске. 1, 2, 3, 4 руки. 3, 4. Участницы ансамбля стараются четко выполнять все движения сложного индийского танца. Для большинства из них это первый в жизни выход на большую сцену в качестве танцоров. Но, как они сами признаются, для них все это и даже волнение перед выступлениями дает ощущение радости и наполненностью жизнью. Как бы друг от друга мы заряжаемся, даже если у кого-то что-то там проблемы или что-то болит, мы все равно все забываем, мы бежим на занятия. Вот даже месяц вот у нас был перерыв, да, мы с удовольствием все побросали, у кого все, даже с работой договорились, прибежали, нам лишь бы вот именно повидаться, пообщаться. Быть в ресурсе, чтобы радовать и вдохновлять родных. В этом, несомненно, тамошским женщинам помогают новые увлечения. И неважно, в каком весе, в каком возрасте, главное для них – радость общения, единения и вдохновение от творчества. Туяра Филиппова, Ренат Нахиев, Тамот. Такой энергичности, такой жизненному позитиву можно только позавидовать. И вообще у нас удивительные жители на всей республике проживают. Мне кажется, в какую глубинку ни загляни, кто поет, кто танцует, и вне зависимости от возраста. Да, богатая республика не недрами, а людьми. Вот такой не вот. только республика, но и вся Россия тогда уже. Ну, а если уж мы заговорили о недрах, то сейчас мы перенесемся с вами в Мирнинский район, где предложили идеи развития удачного ИАЙХала. Все предложения разработали на мероприятии «Люди Алроса», которое проходило в рамках форума «Будущее алмазных городов». Одна идея объединила всех делегатов – это строительство нового здания аэропорта «Полярный». Также многие предложения северяне планируют реализовать своими силами. Подробности в следующем сюжете. 23 килограмма чемодан по вот этим ступенькам. Хорошо, что если я рядом оказался, меня же может и не быть. Поэтому должно быть все комфортно. Теплое багажное отделение, табло с расписанием рейсов, пандусы у центрального входа. Минимум нужный аэропорту «Полярный». В идеале новое здание с просторным накопителем, комнатой матери и ребенка и зоной общепита, считают участники мероприятия «Люди Алроса». Весь день самые креативные и инициативные жители предлагали идеи по улучшению жизни в их населенных пунктах. Специалист уезжает в определенное предприятие, а оттуда точно такой же специалист, такой же должностью переезжает сюда. Обмен кадрами с другими горнодобывающими компаниями, профориентация школьников, нужные для производства проекты. Всего же на мероприятии устроили мозговой штурм по 5 направлениям: социальная сфера, городское пространство, детство, условия жизни и производство. Участники вспомнили, какие изменения по этим направлениям прошли за последние десятилетия. Флипчарты заполнили моментально. Вот мы обозначили, что было, что стало. Когда обозначали, что было, да, ну, взяли там 10 лет назад, да, вот такой вот временной промежуток, сразу приходит на мысль, чего не было. Да? Вот не было у нас ежегодного благоустройства, асфальтирования дворовых территорий.
В 2023-м «Люди Алроса» проходил в Мирном. Проекты, которые предложили на съезде, реализовывают сейчас. Создают QR-коды для памятных мест Мирного, проводят конкурс дизайна мусорных урн для детей, мастер-классы в школах и другие мероприятия. А в Айхале встреча людей Алроса прошла впервые. Если мы будем брать социальную сферу поселка Айхал, то здесь мы с вами увидим и большое количество вновь открытых парков, детских площадок. У нас есть такая программа «Активное долголетие» для жителей 60+, где жители серебряного возраста могут заниматься активностями различными, то есть это и спортивные активности, и социальные активности. Жители северных поселений и сами готовы помогать. Хотят устраивать субботники на улицах, облагораживать парковые территории, организовывать условия для семейного досуга, туризма и занятости детей. Это развитие территории, которая у нас продолжается от этнографического комплекса Туску, где мы справляем ежегодно 21 июня национальный праздник Исаак, и продолжаем его до больницы, ну и чуть дальше. Это все будет в зеленой зоне, и, соответственно, ну, как в планах у нас пока выполнить это все с подручными материалами, то есть силами нас самих, жителей города Удачного, без привлечения финансовых средств. Собранные на мероприятиях идеи будут воплощать в жизнь силами муниципалитетов и Алроса. Ведь сегодня компания отдает приоритет развитию городов, в которых ведет свою деятельность. Елизавета Седых, Роман Ларин, Алексей Меркулин, медиакомпания «Алмазный край». Да, действительно, вот так очень хорошо услышать интересные новости из различных частей нашей республики. И компания «Алроса» постоянно, да, то есть заботится о инфраструктуре, разрабатывает различные благоприятные... Очень много проектов. И вообще, сейчас смотришь вокруг, очень многие предприятия, они начинали реализовать проекты, которые совместно, то есть совместно с какими-то компаниями, совместно с гражданами, совместно даже с выставками. Вспомни, сколько в аэропорту у нас выставок проходит, картин детей и взрослых. Ну, тоже уникальный у них там свой музей, тоже можно многое рассказать. Вообще, аэропорт — это такое место, само по себе удивительное, да, и нужно отметить, что в Красноярском аэропорту появились собаки поддержки, ну, то есть они ранее были, и сейчас они опять поддерживают людей, то есть они обеспечивают в стерильной зоне эмоциональную поддержку людям, которые боятся путешествовать, можно их погладить, с ними сфотографироваться и получить такой заряд умиротворения, чтобы продолжать свой путь бесстрашно. Здорово, что они не просто там находятся, то есть многие представители данной работы, вашей эмоциональной поддержки, это представители приюта «Поводок», то есть их взяли из приюта, обучили, и вот теперь они радуют пассажиров. Также можно отметить, что вот размещают их фотографии, ну, все подробнее узнаем в следующем сюжете. Расслабиться перед полетом в международном аэропорту Красноярска теперь помогают хвостатые психологи. На территории воздушной гавани возобновил работу проект «Собака эмоциональной поддержки». Пассажиры рассказали съемочной группе о своих впечатлениях от общения с животными. На кадрах собаки прогуливаются по залу стерильной зоне аэропорта, где любой желающий может с ними пообщаться. 3 года назад впервые решили попробовать, как это работает в аэропорту Красноярск. И тем более у нас есть в городе такой приют «Поводок», и мы с партнерами из приюта решили, что участие их в этом проекте, их подопечных, еще и поможет найти собакам из приюта новых хозяев. Руководитель приюта Юлия Измашкина добавила: идея этого проекта пришла коллективно. Вообще мы ее заимствовали с американского проекта Emotions Upper Dog. Там такие собаки не только в аэропорту, да, присутствуют. Таких собак эмоциональной поддержки людям выписывают доктора. Собака отбирается именно в тот момент, когда она поступает в приют. То есть мы оцениваем собаку, как она относится к человеку. Собака должна быть обязательно доброй и человекоориентированной. Собака должна любить, когда к ней прикасаются, то есть любить поглаживание. Многие собаки людей и новых помещений побаиваются. Здесь конкретно в этом случае мы подбираем тех собак, которым комфортно везде и комфортно с человеком. Посетители Красноярского аэропорта остались довольны идеей. Многие подходили поиграть с животными и погладить их. Очень интересный новый опыт для меня. Впервые столкнулась с таким, что в здании аэропорта находятся собачки, которые именно предназначены для успокоения. Действительно помогает
провел с ними буквально 10-15 минут, сразу расслабление, внутреннее удовлетворение, пообщаться с милыми, пушистыми животными, песиками всегда помогает. Другие посетители аэропорта также отметили, что это хорошая идея. Ну, идея, конечно, классная, что переводите собак в такое место, где много людей, даете шанс поговорить, пообщаться с людьми, потрогать, также понять людям, что надо им, может быть, кто-то хочет обзавестись животным. Эта идея просто идеальная, шикарная, мне безумно нравится, и мне теперь безумно с хорошим настроением полечу дальше. Акция «Собака эмоциональной поддержки» возобновилась 9 февраля. В рамках проекта питомцев дважды в месяц привозят в аэропорт Красноярска. Пассажиры могут не только поиграть с собаками, но также и пообщаться с профессиональными кинологами, которые ответят на все интересующие вопросы о животных. Но если братья наши меньше, это уже повсеместно, да, то есть у нас у многих есть дома такие домашние животные, то есть такой интересный проект, который называется «Плейстоценовый парк». Это уникальный проект Сергея и Никиты Зимовых, главным партнером которого выступает фонд Мельниченко. Этот проект вошел в топ-100 проектов национального форума «Сильные идеи для нового времени» и был на днях отмечен лично президентом страны на пленарном заседании. В двух словах, мы ищем способ управления климатом на основе Natural-Based Solutions, возрождая скотоводческое земледелие в бывших мамонтовых степях в Якутии, стимулируя поглощение парниковых газов и спасая вечную мерзлоту, отвечают авторы проекта. Сохранение вечной мерзлоты и адаптация планеты к климатическим изменениям названы приоритетами России на ближайшее время. Это наша миссия, учитывая высокие темпы изменения климата в стране и наибольшую площадь вечной мерзлоты у нас в сравнении с остальным миром. Все так. Поэтому прямо сейчас мы проводим научные эксперименты в Якутии и других регионах. Работаем с ведущими научно-исследовательскими группами страны, чтобы новая возможность в виде использования National-Based Solution стала основой новой индустрии, отметили Сергей и Никита Зимовы. Что касается почвы, то, конечно, честно говоря, тоже это можно было предположить, но больше и больше окон открывается возможностей для использования современных технологий. Вы сказали, кто-то хочет даже возродить степи эпохи мамонтов. Давайте на этом остановимся. До динозавров там не дойдет, динозавров не будет восстанавливать в целях животноводства. То это плохо закончится. На мамонтах хотим остановиться. На мамонтах остановитесь, да. Да, как видим, Владимир Владимирович поддержал такой проект. Но действительно, лучше становиться на мамонтах. Они как-то более приятны, чем тираннозавры. Может быть, можно было маленьких динозавриков развести. Ой, вот с этого все и начинается, Вероника. Для реализации и импорта, например. Я буду как панды. Одалживали бы динозавров. На самом деле у нас множество еще позитивных новостей. Смотрим далее. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию востребовано среди зрителей, поэтому его решили показать в кинотеатрах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Трансляция послания президента будет проходить во всех кинотеатрах сети Cinema 5, а также в кинотеатрах, входящих в состав сети под другими брендами, сказал представитель сети. Напомню, Владимир Путин огласит послание к Федеральному собранию сегодня, 29 февраля. Ученые открыли новый минерал на территории месторождения Средняя Падма в Карелии. Находки дали название селеноджунаид. Подобный минеральный вид джунаид известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название. Соавтором открытия стал научный сотрудник Музея геологии Докембрия Института геологии Карельского научного центра РАН Олег Лавров. Чтобы подтвердить уникальность находки, провели несколько исследований, в том числе рентгеноструктурный анализ.
Уже месяц котел, произведенный на якутском котловом заводе, функционирует в селе Дюпся Усть-Алданского улуса. Новый котел отлично прошел испытания суровой зимой. Работники завода, производителя, исследуют привозные котлы из южных регионов и выявляют их недостатки. Исправив эти недочеты, они разработали собственный котел, который полностью соответствует условиям Якутии. Вся конструкция и детали изменены, сделаны из металла. Примечательно, что цена и транспортировка данного котла обходится намного дешевле, чем привозных. Кроме того, с завода можно получить необходимые детали для ремонта. И преимуществами самого завода является, я думаю, что мы учитываем все проблемы, которые здесь встречаются при эксплуатации котельных. Да? Тем более у нас условия очень суровые, сами понимаете, эксплуатация тоже очень сложная. Это все надо учитывать. И мы очень можно сказать, на короткой ноге с теплоснабжающими компаниями учитываем их все предложения, новаторские, например, идеи, да, и все это внедряем в жизнь и еще его с научным сопровождением. Свои родные. В Национальной библиотеке Якутии открылась предметно иллюстрированная художественная выставка. Она посвящена героям Отечества, солдатам, медикам, волонтерам специальной военной операции. В экспозиции представлены книги и биография Василия Рожина, поэта, участника СВО. Также выставлены элементы реактивного боеприпаса, американской системы залпового огня «Хаймарс», натовская гильза, снаряда калибром 185 мм и многое другое. Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что поддержка со стороны близких и государства является ключевым моментом мотивации для бойцов. Данное мероприятие призвано почтить память и выразить уважение живым защитникам Отечества. Сейчас мы презентуем выставку, и ее уникальность в том, что к нам присоединились дети из Якутского художественного училища, поддержали и написали уникальные проекты бойцов. Выставка проводится у нас в Национальной библиотекой совместно с некоммерческой организацией «Сердца солдатских матерей». И очень много откликов, конечно, мы рады, что очень много людей сегодня на открытие пришли. Это все-таки память, это история нашего народа, и мы ее обязаны почитать и чтить имена наших воинов. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Эти и другие строки из романа Пушкина Евгений Онегин совсем скоро прозвучат в формате оперы со сцены театра оперы и балета имени Суаруна Умалона. Декорации готовы, костюмы отшиты, труппа заканчивает репетиционные моменты. Как отмечают постановщики, Онегин – золотой стандарт любого театра. Причем поставить его в классическом исполнении на музыку Чайковского гораздо сложнее, чем исполнять в новых форматах. В этом сезоне театр сделал ставку на молодых актеров. Новые лица будут исполнять ведущие партии оперы. А премьеру постановки массовый зритель увидит уже в эти выходные, 2 и 3 марта. Для наших молодых солистов, для повышения профессионального уровня мы решили открыть стажерскую группу. И там мы разучиваем партии. И, арии, кто на конкурсах будет участвовать. И, естественно, работаем над техникой, над образами, над музыкальностью, над грамотностью и так далее. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. В городе Якутске в юбилейный год со дня рождения первого космонавта планеты Земля, летчика-космонавта СССР, героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина организуются третьи открытые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева. И сегодня наши гости в студии расскажут нам подробнее об этих чтениях. В гостях у нас директор Центра технического творчества Сарглана Иванова и руководитель Центра цифрового образования детей IT-Куб Алексей Попков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, что это за чтение? Это очень интересно. Тем более межрегиональный. То есть у нас будет региональный этап проходить. Да. Я немножко хотела бы начать с истории. Мы уже на протяжении более 10 лет, это под руководством Управления образования города Якутска, научно-исследовательская компания «Рисат», это город Москва, наш центр и школы города Якутска, мы реализуем такой уникальный проект муниципально-образовательный. Он называется «Космические профессии. Опережающая подготовка кадров». И в рамках данного проекта мы в этом году будем проводить королевские чтения.
И мы основную цель ставили здесь – это патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Конечно же, массовое вовлечение детей вот к научно-исследовательским проектам, к творческим проектам. Пусть это будут даже на космические тематики, технические. Ну, про секции сейчас расскажем дальше, да? И еще, конечно же, профориентационная работа с детьми. И у нас чтения как раз пройдут весенние каникулы, когда детишки будут на отдыхе, да, и педагоги, и возможность вот такая массовая. Это в какие даты? Это у нас будет с 26 по 28 марта. А базы для проведения в этом году что будет? Значит, в этом году у нас проводится в школах, это во 2-й школе, в секции, да, в 33-й школе, в 5-й школе, в школе АИГАТА, во Дворце детского творчества, будет проводиться тоже в IT-клубе, поэтому здесь по программе очень вот разнообразные секции будут. А какие секции, какие направления работы будут? Да, 8 секций всего будет. Получается, первая секция — это космо-юниоры, секция для самых маленьких, начальная школа. В этом году мы еще в рамках Года семьи открыли дополнительную возможность. Дети с детского сада со своими родителями тоже будут защищать свои рефераты, исследовательские работы, связанные с космонавтикой. Вторая секция — это дистанционное зондирование Земли, это старшее среднее звено. Здесь все связано со снимками из космоса. То есть проекты связаны со снимками из космоса. Так, третья. Мы видим сейчас кадры, это прошлый год, да, получается? Да, это прошлый. А кто это был в гостях? Так, у нас в гостях был космонавт Российской Федерации, герой России Олег Артемьев. Ну, то есть такое масштабное мероприятие, да, что такие гости. Да, такое масштабное мероприятие было. И были вот продолжение, да, секции дальше у нас Алексей. Ну, видно, да, что здесь дети за компьютером, то есть вот космо-юниоры — это совсем малыши, а мы видим уже школьников. Это у нас IT-секция, получается, дети, IT-вселенная называется секция, дети среднее старшее звено тоже занимаются именно там разработка программного обеспечения, игр космических, какие-то с космосом связанные. Уже сами. Да, графический дизайн также применяется, 3D, анимация, технологии, ну все, что связано с IT. Потом следующая у нас секция идет, это космонавтика и культура. Здесь идут работы именно исторические, такие, ну, более исследовательские. Оно делится на 2 направления. Есть дизайн-бюро. Здесь дети у нас, получается, создают сувенирную продукцию. Да, платочки, одежду, вдохновляясь космосом. Космосом, космическими открытиями. А вот здесь, посмотрели, да, у нас впервые была посадка растения самим Олегом Артемьевым. У нас космическая оранжерея есть в центре IT-куба. А можно ее посмотреть как-то обывателям? Конечно. У нас вот открыта вообще профориентационная выставка аэрокосмическая, она называется «Арктика и космос», и она у нас доступна. Приходят гости, обязательно посещают. Там у нас и экспонаты, все по космической тематике, и проекты наших детей тоже есть. А в целом вот тема космоса среди ребят, она популярна? И есть ли какой-то возраст? Вот, в каком возрасте начинают интересоваться космосом? Ну, вообще тема космоса, вообще космос объединяет всех, я так скажу, да. Поэтому здесь же именно мы вот, допустим, этот проект ведем не для того, чтобы вот взрастить космонавта или кто-то пойдет по космической тематике, а именно вот как мы применяем космические технологии в любой отрасли, да. Поэтому здесь детишки, которые будут участвовать в секции, допустим, мы рисуем космос, уникальные свои рисунки, вдохновляясь космосом, да. По рисункам у нас очень много проектов, да, в прошлом году было, и первый отборочный проходит, и здесь вот разные технологии. Медико-биологическая секция у нас есть, да? Вот. Тоже вроде бы далеко, но тоже связано с космосом. Допустим, выращивание перепел в невесомости, а потом сравнивать, допустим, земных перепел и то, что здесь были, как на Земле, да? гравитация и так далее. И вот у нас еще в этом году будет новое такое направление, это фестиваль. Да, фестиваль, где дети будут принимать участие со стихами о космосе, танцы на космическую тематику, да, вдохновляясь космосом. Песни, да, вот тоже интересное вот такое направление. Ну, то есть космонавтика везде. В прошлом году был космонавт Олег Артемьев, да, в этом году планируется ли пригласить космонавтов, или кого из гостей ожидает чтение? Да, вот в прошлом году у нас был Олег Артемьев,
Он очень много на протяжении 3 дней встречался со школьниками, педагогами. И каждый ребенок имел возможность задать вопрос лично космонавту. Да? Что спрашивали? Очень много вопросов было. Что дети в первую очередь спрашивают? Они спрашивают, вот, почему вы стали космонавтом, как вы стали, вот такие вот вопросы. Глубокие. Что нужно, чтобы стать космонавтом, да? И, значит, вот в этом году у нас примет участие тоже космонавт Российской Федерации, Герой России Борисенко Андрей Иванович. Он к нам прилетит с супругой Натальей Борисенко. Да? Ну, в этом году еще у нас будут гости. Ага. Будет, значит, представители с Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Они тоже увлекаются космосом и будут с удовольствием принимать участие в наших чтениях. Мы в этом году ожидаем детей и педагогов с таких городов, как Сиверск, это Ленинградская область, Санкт-Петербурга, с Ханты-Мансийского округа будут участвовать, да, а вот в онлайн-режиме тоже вот будут участвовать, это с Красноярска, Уфа, Кострома, город Троицк, вот такой. И вот мы, значит, в этом году будем такое уникальное событие тоже иметь, поздравления с МКС, с открытием королевских чтений, да, и нас поздравит уникальный вот такой легендарный космонавт, который, кстати, в этом году побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе Олег Дмитриевич Кононенко. Вот в прошлом году мы на чтениях официально от имени администрации города, управления образования, ему была передана книга о стихах о городе Якутске «Город трудовой славы». И в этом году мы уже будем иметь возможность с борта МКС слышать стихи о нашем Якутске. Масштаб просто поражает. Космический масштаб. Да, космический масштаб. Но наши работы наших детей уже куда-то дальше прошли, может быть, за такой достаточно продолжительный период реализации проекта. Кто-то где-то выступил, может быть, ну, космонавтам, конечно, наверное, не успели еще стать, но что-то реализовали. Да, вот после того, как ребята у нас выступают, мы выявляем 1, 2, 3 места, и с этими проектами ребята участвуют во всех всероссийских конкурсах дальше имеют, да? Это и в Московский авиационный институт мы ездили, тоже там выступали с этими, значит, проектами. Ну и во всех мероприятиях, где возможно. В этом году вот у нас по итогам, значит, уникальная возможность тоже есть. 5 лучших, самых лучших проектов мы отправим на МКС Олегу Дмитриевичу Кононенко, Здорово. откуда дети увидят вот свои проекты. Это тоже уже очень интересное вот такое, да. А еще дальше вот тоже есть у нас продолжение. Мы ежегодно вот во время Всемирной недели космоса, это обычно в октябре проходит, да, мы ездим на образовательные экспедиции. Здорово. Здорово. Спасибо большое за подробный рассказ. Знакомиться, наверное, с положением можно, да, и поучаствовать еще до 1 марта, если не ошибаемся, заявки. А вот здесь немножко подправлю. У нас продлен прием заявок. Заявки мы принимаем до 17 марта. Поэтому успевайте, пожалуйста, принять участие. Ну и в конце я хотела бы обратиться к школьникам, педагогам, к родителям нашей республики. Мы вас приглашаем на наши королевские чтения и на все наши запланированные мероприятия. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Друзья, ну что, на этой замечательной ноте мы завершаем наш эфир и увидимся с вами уже завтра. До новых встреч. Хорошего дня.